Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что начнется с понедельника? Что ждет вас с понедельником? Какие новые события, перемены, ситуации? Давайте посмотрим. Загадайте на себя, пусть важная и нужная информация для вас, мои дорогие, обязательно откроется. Дельфины прям прыгают. И всадник, смотрите, на каком огромном коне. И все это с левой стороны. Чудесно, просто волшебно. Но самое главное событие, вот оно. Вот. Здесь полная фиаско, поражение, разгром, раздрай для двух людей. И эти два человека, то ли в сговоре, то ли вот как-то они объединились. Видите, над ними крыша общая. Кстати, может, живут вместе под одной крышей, либо часто находятся, да, вместе. Вот они буквально готовили вам какую-то ловушку, а может быть, хотели вас даже как-то погубить, да, вот в чем-то обвинить, что-то на вас там скинуть, перекинуть. Вот их ждет фиаско, тут полное поражение. И вы знаете, они так сильно разругаются, они прям друг друга там проклинают, в капусту, понимаете, рубят. И, как в шее друг друга будут, как зацепятся, да, вот душить друг друга начнут. Слушайте, прям тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. И задуманное у них не получится. И это вот то, что не получилось, фиаско, оно их превратит из друзей во врагов, да, либо из сообщников в настоящих врагов. Вот именно так идет. А вы, пожалуйста, наблюдайте, кто начнет ругаться, кто начнет друг друга топить, у кого там будут разборки. Вот именно эти люди хотели вас погубить. Именно эти люди вынашивали планы и даже уже что-то делали для того, чтобы вас погубить. А видите, вас небеса закроют, ваш ангел-хранитель вас закроет. Не угодно небесам, чтобы с вами что-то плохое случилось. И плохое не случится. Вы под защитой находитесь. У кого-то, допустим, намоленный род, у кого-то вы сами с усами, да, у кого-то обереги есть очень сильные. В общем, не получится. У них не получится. Это полнейшая фиаско. И будет, конечно, жарко. Здесь будет битва не на жизнь, но на смерть. И те, кто виноваты, они прям все погружаются в свою тьму, в свою бездну погружаются. А вы в стороне, как бы, ту-ту-ту, живы-здоровы, да, у вас все хорошо. Просто, да, узнаете, кто ваши враги. Вот именно от того, что эти люди начнут очень сильно ругаться с друг другом. И понятно, как бы все будут в курсе. И еще, мои хорошие, с понедельника. А перемены вас ждут. Перемены, и перемен будет много. Тут вот смотрите, и движение начинается, и даже вот знаете, вот как с неба что-то падает, как новые события, новые люди, да, вот прямо как с неба падают, из ниоткуда берутся. Вы не ждете, не планируете, не загадываете, да, а именно это будет происходить. Сами небеса вам перемены приготовили, либо время пришло перемен. Вот. И перемен вот как с каждым днем все больше и больше становится. Вы каждый раз день проживаете и думаете, а что это было, а что произошло, а откуда это все приходит в мою жизнь, и что мне за это будет. Ничего вам не будет, это просто ваше время пришло, и жизнь ваша действительно разворачивается. В нее входят именно те перемены, которые очень благополучно и благодатно ложатся на вашу жизнь и судьбу. Просто принимайте, ничего не отвергайте, ни в чем не сомневайтесь. Да? Вот иногда человек может там засомневаться и сказать, не знаю, надо подумать. Да? Вот так делать нельзя. Иначе вы как сузите поток этих перемен.
сузите. Вы же хотели перемен, вы же хотели, чтобы ваша жизнь менялась. Вот, пожалуйста, небеса исполняют. А если вы не принимаете, вы начинаете сомневаться, вы начинаете отказываться, ну, понятно, что поток начинает сужаться, потом опять перекроется, и опять будете сидеть в дне сурка, не дай бог, да? Вам это не надо, вам это ни к чему. Кстати, у кого-то еще в работе будут перемены, на работе, либо в той работе, которой вы занимаетесь. Ну, допустим, если вы работаете сами на себя, может быть всплеск вашей популярности. То есть о вас много людей узнает за короткое время. К вам придут новые там, клиенты, заказчики, новые покупатели ваших работ, услуг. А если вы на кого-то по найму работаете, то, скорее всего, либо будут объявлять о том, что зарплата будет подниматься, ну, как расти, да, немножко там, может, не сильно, но все равно, да, на безрыбье и рак рыба. Или, возможно, будут новости о каких-то реформах, о том, что будут запускаться какие-то новые проекты, либо будут расширяться, там, не знаю, площади, либо там бизнес будет расширяться, производство будет расширяться. Знаете, хорошие новости, хорошие. Не все, конечно, исполнится из задуманного, но то, что для вас хорошо, оно точно исполнится. Вот точно. У вас настроение, понимаете, меняется. Если раньше было настроение такое, знаете, вот безнадега, то теперь настроение позитивное, потому что как бы хорошие громкие обещания, обещания вам приятны. И если все это исполнится, конечно, вы понимаете, что жизнь изменится к лучшему. Так, еще с понедельника. Ну вот показывают, некий человек начнет действовать, причем действовать достаточно мощно, мощно и неожиданно. И знаете, как устал ждать, либо устал терпеть, либо боится упустить свой шанс. И, возможно, вот если это в личной жизни, да, вы там в гляделки играли, либо просто друг за другом наблюдали, и мужчина там не мычал, не телился, да, а тут раз и давай там цветы, конфеты, на свидания, рестораны, кафе, там эти ночные клубы, прогулки, прям прилип. Да, прилип, очень активно себя ведет. Если это не любовная тема, ну, например, какой-то другой интерес, то человек буквально окружит вас своим вниманием. Куда вы, туда и он, либо туда и она. И ну, даже немножечко будет как мешать вам, что ли. Да, слишком много будет этого человека в вашей жизни. Ну, действует хорошо. Пусть действует. Я не вижу ничего плохого, дурных намерений я точно не вижу. Я не вижу, что этот человек сделает вашу жизнь там, хуже, тяжелее, неспокойнее. Такого я не вижу. Ну, что есть, то есть. Кстати, вот кто у меня в ссоре, ну вот вы поссорились с кем-то, да, человек начнет посылать вам сигналы. Это не будет действие, что придет там, давай мириться. Нет, это будут сигналы. Что-то может написать, через кого-то что-то может передать, может заявиться с просьбой, либо вопросом, ну, типа что-то ищет, какие-то свои вещи, либо еще что-то нужно. Но это все, как, знаете, прощупывание почвы. Да? Человеку важно убедиться, что ваше настроение изменилось, что вы не держите обиду, что вы уже готовы рассуждать, контактировать, скажем так, пойти, да, навстречу, ну, прощупывает почву в прямом смысле слова, да. И человек, ну, достаточно тоже активно это все будет делать. Как только убедится, что вы готовы к серьезному разговору, что вы не взбунтуетесь, там, старое не будете припоминать, тогда человек будет предлагать мириться. Вот. Но, опять же, видно, человек такой осторожный, либо знает, какой у вас характер, да, и решил дать вам время на то, чтобы вы остыли. Сам человек уже очень сильно хочет помириться, уже, знаете, там, дергается, хочется восстановить отношения, примириться, договориться. Это для человека важно. Ну, вы важны для этого человека. Без вас как-то плохо, грустно, одиноко. Как-то вот не то. А вот с вами было просто чудесно, замечательно, прекрасно. Так, еще. Вот вижу женщину. Женщина, которая владеет информацией. Либо женщина как источник очень такой четкой, правильной информации.
с этой женщиной вы пересечетесь. И пересечетесь как будто бы несколько раз. За один день несколько раз. И, может, первый раз вы и не поймете, что это она, да, знает что-то. А вот когда второй раз ее случайно встретите, задайте ей свой вопрос. У вас явно есть какой-то вопрос, на который вы никак не можете получить ответ. Либо у вас какие-то есть сомнения, какие-то есть переживания. Поверьте, она знает правильную информацию. И если вы ее спросите, она, конечно же, вам это все расскажет. Расскажет, прям полную досье, да, полную информацию вам сообщит. Вот. Не бойтесь, что она может быть не в курсе, либо что она что-то не то может подумать. Это все не важно. Важно, что она знает правильный ответ и вам его, конечно же, сообщит. Вот как-то мне идет, что за один день вы ее 2 раза встречаете. Первый раз случайно и второй раз случайно. На самом деле это все не случайности. Судьба сводит вас с теми людьми, кто знает ценную и полезную информацию, кто может вам помочь, кто может дать вам ответ. Первый раз, да, возможно, вы не поймете, что она – это она, а вот во второй раз вы точно должны понять. Спросите ее, она вам все ответит. Так, дальше. Вот здесь подружки у меня вместе что-то делают, либо куда-то идут. Может, на шопинг вместе пойдете, может быть, просто куда-то пойдете погулять, как 2 подружки мне идут. И вы знаете, вот прям душой отдохнете, душой. А ваша подружка, ваш родной человечек, вот как она вас понимает, так никто вас не понимает. Ну и обратно к ней это тоже справедливо. Даже если вы ни о чем таком не разговариваете, но вы как будто бы друг друга вытягиваете, вот, развлекаете, отвлекаете. Очень вы классно друг другу энергетически подходите. Да? Вот у вас очень хорошее время вдвоем идет. И также у кого-то, вот, если пойдете на шопинг, очень здорово сможете скупиться, приобрести какие-то очень хорошие, выгодные вещи. Она вам посоветует, вы ей посоветуете, да, что-то она увидит, рассмотрит, что-то вы увидите, рассмотрите. Слушайте, здорово проведете время. Только аккуратнее будьте с покупной едой. Вот то, что продается на улице, там в лотках, в кафешках. Может быть, что-то не так с этой едой, да. Вот, чтобы не было потом мучений и переживаний, да, лучше, наверное, либо в проверенном месте кушать, да, либо дома. Потому что можете что-то, чем-то угоститься, да, что-то не то съесть. Вот. Все-таки жарко, да, лето, может, там подгуляла эта еда уже. Либо там неправильно хранили, например, какие-то продукты. В общем, будьте поаккуратнее. Особенно вот салаты мне почему-то идут. Так, мужчина на коне. Красавец, хоть куда. С левой стороны едет некий мужчина. Может, это курьер, может, это посыльный, почтальон. А может быть, этот мужчина едет конкретно к вам. Да? Конь большой, выносливый. На таком коне можно далеко заехать. Едет, спешит, коня подгоняет. Если вам мужчина обещал, что вот я приеду, да, я приеду обязательно, он обязательно приедет. Он даже раньше может приехать, чем обещал. Поэтому, девочки, кому актуально, готовьтесь заранее, чтобы не было такого гость на пороге, а вы там с маской, да, там еще что-то делаете, то есть подготовку проводите. Вот. Заранее готовьтесь, потому что он может приехать раньше. Но если обещал, точно сделает. Если у вас доставка, да, на какое-то время назначено, день, время, приедет в срок и даже раньше может приехать. На таком коне можно куда угодно проехать. Дельфин. Дельфин – это всегда про чувства, про эмоции, про любовную тематику, про проявление нежности, проявление чувств. Дельфин крупный, опять же, с левой стороны из воды выпрыгнул. Вас ждет романтика, романтические встречи, общение, признание. Личная жизнь, она вот прям даже какие-то перекроет волнения, тревоги. Либо вы утешитесь тем, что у вас в личной жизни хорошее время приходит, да, что рядом с вами есть любящий человек, который заботится о вас, которому вы очень дороги. Да, почему бы и нет? У кого-то этот дельфин еще может означать семейное счастье. Допустим, в семье была ссора,
эта ссора закончится, люди помирятся, да, восстановление отношений, как семейная идиллия, еще можно так сказать. А еще дельфин означает, что все дома, да, все дома, все хорошо, никто ни за кого не переживает, никто не отсутствует. У всех хорошее, прекрасное состояние, да, настроение. Так, дальше. Крокодил показан. Крокодил у вас справа. И крокодил, который, он абсолютно сыт, он не голодный, он не хочет кушать, он никого не будет кусать. И он достаточно как-то лениво себя ведет, знаете, вот прям как на солнышке греется. Человек страшный сам по себе, либо грозный сам по себе, человек, которого все боятся. Может, у человека какая-то там крокодилья фамилия, либо имя, допустим, Геннадий, да. С понедельника этот человек будет в прекрасном расположении духа. Можно не напрягаться, можно просить у этого человека что угодно, и этот человек вам даст, да, либо для вас сделает. И также, мои хорошие, это какое-то усмирение еще для кого-то идет. Да, возможно, человек там постоянно лютовал, пугал всех, да, что сейчас укушу, откушу. И человека могли усмирить, там, кто выше находится. Разные, конечно, есть способы усмирить буйного человека. И вот человек будет очень спокоен, очень покладист. И хотите, катайтесь на нем, да, запрягите его и катайтесь на нем. Ничего не скажет, ничего, и сопротивляться точно не будет. Так, еще. Здесь вот люди, у них как будто бы повозка. Один в одну сторону тащит, другой в другую тащит. Знаете, дело так не будет. Да? Либо вы ее разорвете, эту повозку, разломаете напополам, либо оба очень сильно устанут, но с одной точки не сдвинутся, потому что в разные направления движения идет. В принципе, наверное, нужно все-таки кому-то одному это делать, да? Взять эту повозку и одному тащить в свою сторону. Вот. Вдвоем, к сожалению, тут какая-то какофония получается. Да? Не стоит. Если вам кто-то будет предлагать помощь, либо совместное что-то, да, давай вместе сделаем, лучше сразу отказаться. Лучше сразу даже не пробовать, потому что вы можете из-за этого поссориться. Люди начнут друг друга винить, что типа это из-за тебя, нет, это из-за тебя, ты не в ту сторону, это ты не в ту сторону. Да? Зачем вам это надо? Зачем? Если вам кому-то хочется очень сильно помочь, отвлеките себя, да? Отвлеките, не надо. Человек и сам прекрасно справится. Хотите потом, не знаю, кофе купите этому человеку, угостите, либо какую-то вкусняшку сделайте, принесете, угостите, да, но не надо, иначе может произойти ссора. Вы как оба сильных человека, и у каждого своя точка зрения, и такие немножко сложные вы, да, для того, чтобы можно было поменять вашу точку зрения. И поэтому тащите повозку в разные стороны. И время потратите, и толком ничего не сделаете, еще и поругаться сможете. Поэтому не надо. Вам помощники не нужны, и сами никому не помогайте. Да, не зря же говорят, что добрыми делами дорожка в ад выстелана. Так, еще. Здесь про вас могут забыть, но вам это на руку. Сейчас объясню. Тут то ли какая-то работа, то ли какое-то нудное, скучное мероприятие. Вот всех позовут, а про вас забудут. Вот, все там будут сидеть, страдать и мучиться, а вы прекрасно проведете время. Либо нужными и важными делами будете заниматься. Может быть, это какой-то мрачный день рождения, либо какие-то мрачные посиделки. Вот, про вас реально забудут. Это не специально вас не зовут, про вас просто забыли. Поэтому для вас это очень хорошо. То, что про вас забудут, избавит вас от невыносимых моментов в вашей жизни, да, там, часов, минут. И слава Богу. Молодцы, что забыли. Если вдруг вы вспомните, что надо куда-то пойти, но вас не позвали, не идите. Иначе зря потратите время. Это очень тухлое мероприятие, либо очень такое, знаете, эмоционально тяжелое, да. Поэтому лучше не идти. Так, еще. Вот женщина руку освобождает. Возможно, у вас были какие-то проблемы с рукой. Там болела, может быть, какие-то там, мало ли, там проблемы, потянули, либо ушибли.
руку освобождаете, то есть она у вас опять здорова, да, никаких таких проблем я не вижу. И также, если была какая-то ситуация, где у вас руки были связаны, ну, по крайней мере, одна точно, но одной рукой неудобно, да, нужно двумя руками делать. А у вас одна рука была связана, может, какое-то ограничение, может, какой-то запрет, ну, либо еще что-то, да, вот у вас рука высвобождается. Теперь у вас две руки, можете делать все, что захотите. А если болело, то болеть точно перестанет. Перестанет и все. Просто не нагружайте первое время, да, если была какая-то травма или растяжение, дайте руке до конца восстановиться. Болевой синдром уйдет, но руке еще там пару денечков нужно дать восстановиться. Не нагружайте. Так, еще мужчина и женщина. А вы знаете, эта картинка мне нравится. Мужчинам, наверное, не понравится, но мне как женщине нравится. Женщина буквально на спину мужчине залазит, и, ну, типа он для нее конь, да? Она такая, все, поехали, пошли туда, делаем это. Она им управляет, она им руководит. У него это, ну, как поводок или не поводок, как у лошади, уздечка, да, называют. Вот. А все правильно, все правильно. Мужчина такой немножко, знаете, вот он расслабленный, что ли. У него там жизнь резиновая. А у женщины наоборот, да, моторчик что надо, и женщина, она спешит жить. Спешит там все поделать, переделать, там наладить. И, ну, видно, она уже разные способы пыталась подобрать подходы к этому мужчине. Мужчина такой, с гуся вода, да. И вот женщина такая, ладно, я на тебя залезу, я тебя оседлаю, и ты будешь как миленький делать то, что надо. Ну, и как бы так оно и будет. Конечно, мужчина будет первое время там возмущаться, ворчать и говорить, ты меня нагрузила, мне тяжело. А потом он как-то быстро войдет в колею, привыкнет и уже, знаете, будет даже с улыбочкой, да, вас катать на себе и делать то, что необходимо. Да, девочки, иногда нужно быть понастойчивее. Просто быть понастойчивее. Мужчина сам не знает, что ему нужно. И вот у него какое-то видение жизни, что она какая-то вот прям резиновая. Что у него там, знаете, как у кошки 9 жизней, да? Что там, потом сделаю, неважно. Сейчас-то неважно, потом, там, завтра, послезавтра, через год, через 10, там, через 100. Вот. А женщина молодец, ничего не откладывает в долгий ящик и старается решать проблемы по мере поступления. И также, мои хорошие, идет информация для тех, у кого, ну, вот ситуация, что вы наняли какого-то мастера, да, пришел к вам мастер там, по ремонту, по каким-то другим вопросам. И он такой ленивый, он такой, знаете, там, пока раскачается, пока туда-сюда. Вот надо как-то строго, да? Ну, вы умеете, вы знаете как. Вы его как-то в обороты берете, буквально седлаете, и он как миленький всю работу выполняет. И даже больше выполнит, чем изначально было оговорено. И очень хорошо, кстати, сделает. Очень хорошо, прям замечательно. Но надо, конечно, принудить. Просто так не будет делать. Даже за деньги не будет. А вот если принудить, тогда да. Тогда все будет идеально. Так, еще. Ну, это какая-то возможность. Знаете, возможности, как некие бабочки откуда-то вылетают. Вылетают. И вы одну из них за крылышко поймаете. Причем поймаете такую крупную бабочку. Но она, знаете, не сильно похожа на бабочку, больше похожа на какую-то, знаете, эту моль на самом деле. Ну, в принципе, это и к лучшему, да. Какую-то вы себе неординарную возможность сможете ухватить, либо ухватитесь за какую-то неординарную возможность. Что-то, что для вас самого будет как экзотика, диковинка. А с другой стороны, оно ведь интереснее. Очень даже будет интересно. И сначала люди как-то смотрят на вас, думают, дурачина, да, ухватила моль. А потом они такие, ничего себе, да у нее же моль, а у нас обычные бабочки. Вот, знаете, как-то все перевернется. Сначала с вас как-то посмеются, а потом вам прям сильно позавидуют, да, потому что окажется, что вы прям дальновиднее всех были, либо везучие всех, да, что вы такую себе именно возможность взяли.
но вы как-то за крылышко хватаете. Там, кстати, разные люди будут, разные эти бабочки будут вылетать, и каждый себе что-то берет. А вы именно выберете нечто особенное, экзотическое, что потом станет предметом зависти. Сначала посмеются, а потом будут завидовать. Так, еще показывают большую ворону. И эта ворона летит в сторону руны. Руна движения, руна Тайвас. Ворона. Ворона. Либо это слишком рано утром произойдет, либо это уже перед закатом произойдет. Некое движение, некая стрела, которая летит, может, какая-то срочная новость, либо суперсрочная, но очень приятная новость. Как что-то разрешают, одобряют, как преграда пала, еще мне идет. Преграда пала, да. Прорвется информация, может, она и раньше бы готова была прорваться, но что-то мешало. Вы что-то такое узнаете, от чего всю ночь спать не будете. Будете прям думать об этом. Улыбку вижу, улыбку. То есть это перевозбуждение, это приятная информация. А возможно, вы будете думать, а как мне это все применить? Услышите, у меня вороны каркают, да? Точно, час вороны. Рано утром, сильно рано утром, прям, знаете, вот когда рассвет, или перед закатом, вы узнаете. Может, кстати, в этот день вороны себя странно будут вести. Прям сильно странно могут вести себя. Информация. Мне идет, что это информация, либо даже какое-то письмо. Да, что-то написанное может прийти. Ну, явно вы себя очень хорошо почувствуете. Я не буду говорить счастливым человеком, хотя у кого-то именно так отыграется, но очень хорошо себя почувствуете. Да? Очень важная информация. Так, еще с правой стороны волосы. Женщины себе волосы в косу заплетают. Распущенные волосы, дорога, поездка, заплетенная коса, отказ, остаться дома. Интуитивно почувствуете, что вам куда-то ехать не надо. Либо интуитивно почувствуете, что нужно, например, каким-то другим видом транспорта добираться. Допустим, да, вам куда-то надо. И вот вы думаете, возьму такси, типа на такси поеду, либо там Uber, либо что-то другое, машину просто поймаю. А потом, как в последний момент, вот у вас какое-то состояние, и вы понимаете, что нет, надо ехать на общественном транспорте. Все, точка. Вы сами себе это объяснить не можете, но вы себя слышите. Да? Вы отказываетесь от своей идеи и выбираете там общественный транспорт. Возможно, там, если бы такси, то в пробку бы попали и не успели бы, опоздали, либо, не дай бог, там какая-то нехорошая ситуация на дороге могла произойти. Вот прям почувствуете. А у кого-то идет до такой ситуации, что вы просто говорите, я туда не поеду. Мне туда не надо, я туда не хочу. Все. И сами себе объяснить не можете, почему, но вы просто берете и не едете. Но с правой стороны это однозначно на благо вам. Да? Вот решение на благо вам будет. Может, вы так и ничего и не узнаете по этой ситуации, но вы этого не сделаете, и это будет на благо вам. В самом венце показан человек, который проявляется с щедростью к вам. Сам по себе человек какой-то невысокий, не крупный, я бы даже сказала мелковатый. Может быть, имеется в виду, что человек, который не выглядит статусно богато, не живет на широкую ногу, но в отношении вас этот человек проявит максимальную щедрость. Это не обязательно, что человек отдаст вам все свои деньги, накопления. Это может быть что-то и другое, да? Какая-то уступка, какой-то подарок. Даже поделиться очень щедро может человек. Вот чего-чего, а этого вы точно не ждете. И, кстати, будете тронуты, прям в самое сердечко это все к вам попадет. И тут, знаете, тоже могут быть и слезы на глазах, но слезы умиления от того, что это возможно, от того, что это случилось, от того, что вот человек такой хороший вам попался. Вот прям очень сильно на вас это произведет впечатление.
Обычно вы все отдаете всем, да, помогаете, там последнее отдаете, а тут человек к вам проявляется именно щедростью. Конечно, это будет очень-очень приятно. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.